Последние месяцы во внутренней повестке Абхазии доминируют вопросы, связанные с повышением цен на нефтепродукты и новыми тарифами на электроэнергию, что прогнозируемо влечет за собой повышение цен на все виды товаров и услуг. Это решение, непопулярное решение правительства, в обществе было воспринято крайне негативно. Какие есть выходы из энергетического кризиса? На эти вопросы отвечают представители научного сообщества. С 1 июля в Абхазии начали действовать новые тарифы на электроэнергию. Они увеличились почти в 2 раза. Без рационального управления и реальной модернизации энергосистемы эта мера сама по себе не принесет результатов, уверены эксперты. Доктор экономических наук Заур Шалаша предлагает, как вариант, провести акционирование Черноморэнерго. Когда предлагается только один единственный выход из решения множества проблем, которые возникают в стране и в обществе, то это, я считаю, неправильный выход, потому что есть множество путей решения проблем, одним из которых является самый легкий способ, который вы назвали. Точно то же самое касается повышения цен на не только цен, и налогов. То же самое, это самый легкий способ поднять ставки налогов. И опять же налоговое бремя ложится на предпринимателей, на граждан. Поэтому, если другой способ, если мое мнение спросить, то в этой сфере, в сфере энергетики, можно было бы давно начать проводить реальные преобразования или реформы. Что имеется в виду? Имеется в виду, чтобы вклады нашего местного населения, граждан Абхазии, использовать в этой системе. Каким образом это можно сделать? У нас есть закон об акционерных обществах. Можно создать открытое акционерное общество с государственным капиталом, 51% и более можно такое, и выпустить акции. Черноморэнерго это может, официально это с разрешения, само собой, Министерства финансов, и акционировать. Акционировать означает, что граждане Республики Абхазия, имеющие возможность или из своих зарплат, из своих пенсий могли бы покупать акции у акционерной компании и вносить. И, соответственно, после восстановления нашей энергетики, это, в принципе, возможно 2-3 года, привлекая вклады населения и государственный капитал, я подчеркиваю, можно и государственный льготный кредит можно использовать, и сами граждане от этого будут получать определенные доходы. И самое главное здесь двойной эффект. Это заинтересованность людей, даже те, которые сегодня в большом количестве не платят, когда они будут считаться как хозяева своих собственных энергосетей и вкладчиками, и будут получать от этого доходы, они будут заинтересованы и покупать акции, и получать от этого доходы. Это очень известная практика. Во многих странах мира мы не единственные. Но во всяком случае в Абхазии это способ, который можно реально использовать. Увеличение тарифов на электроэнергию ляжет на плечи законопослушных граждан. Процент собираемости не увеличится. Это в лучшем случае. Такие прогнозы звучат в обществе. Не будет дисциплины с оплатой, перестанут платить те, кто всегда исправно это делал. Я знаю тех, кто платит, и кто не платит. А вот кто не платит, они до сих пор говорят, что не будем платить. Вот это, что настораживает, это как раз прогноз явно негативный, что от этого опять будут страдать те добросовестные налогоплательщики, как и добросовестные налогоплательщики-предприниматели. У нас есть немалое количество предпринимателей, которые открыто ведут свой бизнес. И опять же, те же налоговые добавление скажешь, но увеличение ставок налогов или так называемый ввозной НДС, опять же, на них легло, а масса людей, которые были освобождены от этого налога, вида налога, и не платили, или льготы предоставлены, а как раз они себя хорошо чувствуют, а эти добросовестные от этого страдают, потому что в конкурентной борьбе они проигрывают. Их товар
по нормальной стоимости, по затратам, которые они понесли, закупая товар за границей, неся транспортные расходы, несут убытки. Вот это проблема тоже, которую надо разрешать, это уже в области налоговой системы, но тоже имеет прямое отношение к ценообразованию. В окружении, например, очень большое количество людей, которые говорят так: мы не будем платить за электроэнергию по повышенным тарифам, мы будем платить по старым существующим тарифам до тех пор, пока не решится проблема собираемости, не повысится качество потребляемой электроэнергии, потому что 120, 130, 140 вольт в сети – это вообще ни о чем. Люди многие пострадали из-за того, что такое некачественное потребление. Наличие майнинга, то есть люди на этом зарабатывают, а другие почему-то страдают, да, и какие-то другие причины. То есть до тех пор, пока не будет вот такого вот справедливого, да, вот с точки зрения социальных каких-то норм, не будет справедливого подхода, то и, как мне кажется, добиться реализации успеха и поставленных задач будет очень-очень сложно. Не решив вопроса собираемости того тарифа, который существует на сегодняшний день, приступать к, скажем, реализации этой политики в новых условиях, в новых тарифных условиях, на наш взгляд, абсолютно нецелесообразно. Поэтому мы предлагаем до конца 2025 года не менять тарифы на потребляемую электроэнергию, а на первом этапе хотя бы решить проблему собираемости при существующем тарифе. Тогда мы бы видели уже, какова собираемость этих средств, какие средства уже есть в наличии, что с ними делать, в какой сегмент их направлять для реализации этой проблемы. Надежды на то, что собираемость увеличится в ближайшей перспективе, но это слабая надежда. Вероятнее всего, что объемы собираемости так и останутся на уровне 30-40, может быть, процентов. Мы не первый раз слышим про такие опасения. Они, ввиду обсуждения повышения тарифов, безусловно, такое мнение тоже имеет место быть. Но нужно отметить, что повышение тарифов, это как бы не самостоятельная мера. Процент собираемости, он, безусловно, сегодня низкий. Мы об этом говорим. И методы, которые необходимо применить в плане повышения собираемости, они в принципе простые, мы о них тоже постоянно говорим. Это установка приборов учета. Безусловно, мы учитываем этот фактор тоже, потому что это является основной проблемой для предприятия, именно плохая платежная дисциплина среди наших абонентов. Но повышение тарифов и повышение платежной дисциплины, они для нас идут, эти вопросы идут в комплексе мер, принимаемых как раз для решения этого вопроса. Повышение тарифов, нужно отметить, что такое решение не принято для улучшения платежной дисциплины. Это как бы обусловлено другими факторами, экономическими факторами, это больше обусловлено правилами ведения экономической деятельности вообще, так как мы предприятие, которое живет на те средства, которые само зарабатывает. Что касается платежной дисциплины, оно не зависит от повышения или понижения тарифов. Платежную дисциплину в любом случае нужно повышать. И единственный способ на сегодняшний день, который позволит кардинально решить эту проблему, это установка приборов учета. Как вам известно, буквально на днях прошло расширенное совещание под руководством президента нашей страны. Там как раз, когда обсуждался вопрос энергетики, в основном он был как раз посвящен приобретению приборов учета. Это предусмотрено и в рамках отраслевой программы. Помимо этого, Черноморэнерго в небольших, к сожалению, объемов старается своими силами приобретать и устанавливать приборы учета. Это, например, сейчас, если взять город Сухум, это порядка 1500 приборов учета уже установленных.
автоматизированных, которые позволяют в удаленном режиме снимать показания, делать начисления и также в удаленном режиме отключать абонента за неуплату. Это мировая практика, что касается приборов учета. То есть в современном мире для того, чтобы вести качественный, полноценный учет потребляемой электроэнергии, нужно для этого специальное оборудование, то есть счетчик, если говорить простым языком. Без счетчиков мы с вами, еще раз повторюсь, я неоднократно об этом говорю, кардинально ситуацию изменить невозможно. То есть платежную дисциплину ты не повысишь. У нас физически нету столько людей, чтобы они успели прийти к каждому абоненту, его обесточить. Это все связано тоже с конфликтами. То есть эта мера, она не приведет к должному результату, только автоматизированные приборы учета. Мы не сидим сложа руки, да, и ждем, вот пока не будет прибора учета, мы там по течению просто идем и все. Нет, на самом деле на местах проводится активная работа с должниками, это обход повседневный. Тихо-тихо мы тоже, исходя из существующих возможностей, людей приводим к тому, что да, надо уже в этом отношении вести себя более дисциплинированно. Да, безусловно, в этом есть тоже определенный прогресс, то есть мы сложа руки не сидим. Это ведется параллельно работа и с физическими лицами, и с юридическими лицами. Сразу скажу, что с юридическими лицами ситуация, конечно, намного лучше, чем с физическими лицами. Центр социально-экономических исследований Абхазии предлагает для стабилизации отрасли на начальном этапе создать при парламенте рабочую комиссию, которая изучит состояние энергетики, пересмотреть лимиты потребления электроэнергии, установленные для госструктур, рассмотреть длинный список льготников. Те категории льготников, которые прописаны сегодня в действующем законодательстве, а именно это сотрудники прокуратуры, Министерства внутренних дел, таможенные структуры, да, здесь должно быть по ним какое-то, наверное, решение, потому что огромное количество льготников, их более 30 категорий, тяжелым бременем ложится в принципе, на саму отрасль, потому что никаких дотаций со стороны и региональных органов власти, и со стороны правительства в саму структуру не поступает. Поэтому, может быть, и в связи с этим и образовывается тоже такая большая задолженность. В принципе, должниками за потребляемую электроэнергию остаются у нас государственные структуры. Социальная норма предполагает собой лимитированное количество киловатт-часов в месяц для потребления. Для квартиры это в среднем 700 киловатт-часов, для частного дома это 1200 киловатт-часов. Вот. То есть, если абонент вписывается в этот лимит, вот в эти 700 киловатт-часов, он может попасть как раз под тариф 70 копеек. Но его мы можем применять только при наличии прибора учета, потому что без прибора учета мы рассчитать количество потребляемой электроэнергии не сможем. Что касается льготников, да, действительно у нас количество льготников растет с каждым месяцем. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, это порядка 7327 человек. И эта цифра растет. Вот, эта цифра растет. Это, безусловно, большое бремя, в первую очередь, для бюджета страны. Потому что вот те недостающие суммы, они должны быть компенсированы государством за счет республиканского бюджета. Есть разные предложения, да, как не то чтобы хотя бы на этом этапе, не то чтобы сократить количество льготников, а хотя бы остановить рост числа льготников. В кабинете министров разрабатывается соответствующий проект закона. Мы внесли в него тоже свои предложения и замечания. Ну, посмотрим, в каком виде он по итогу будет принят. Запрет на майнинг практически не действует. Экономисты предлагают легализовать этот вид деятельности, но при условии, если будут использованы новые источники генерации. Возможным способом в наших условиях, в условиях
упадка нашего энергохозяйства – это создание альтернативной точки, откуда питались бы майнеры. Это возможно строительство их же финансовыми, их же силами. Если государство будет участвовать, ничего плохого в этом нет. Тоже совместно можно создать отдельную линию через ГЭСы разные или другие источники. У нас, тем более, эта практика имеется. Возможно это использовать. Может быть, это дорогостоящий, считают некоторые, но я знаю, что у нас есть разработки при системе Академии наук физико-технического института, которые уже реально докладывают и не раз озвучивали, что возможно недорогостоящее оборудование поставить и отдельное питание для них. И это будет легализованное предпринимательство, и они будут платить в бюджет государства определенные суммы и будут питаться отдельно, не мешая нашу линию основную, которая идет через Ингургес. Решение, на наш взгляд, здесь два. Либо полный запрет майнинга, либо легализация майнинга. Ну, как показывает практика предыдущих лет, проблему нивелирования, ликвидации, да, полной ликвидации майнинга сделать невозможно. Поэтому, значит, на данном этапе нужно предпринять какие-то меры по его легализации, соответственно, уже с пакетом каких-то документов в этом направлении. Но по некоторой экспертной оценке бюджет страны мог бы выиграть порядка 600 миллионов рублей в год от тех майнинг-аппаратов, которые функционируют на сегодняшний день в нашей стране. На сегодняшний день не наблюдается деятельность крупных фирм по добыче криптовалюты. Если мы вспомним прошлый год зиму, начиная с января месяца, действительно таких фирм около 400 было обнаружено по республике Абхазия, они были обесточены. Но что произошло? Вот в результате применения мер воздействия на таких потребителей произошло то, что эти фирмы, они были демонтированы, и оборудование, оно расползлось по частному сектору. И в результате этого стало крайне сложным и обнаружить таких потребителей и применить к ним какие-то меры воздействия. Безусловно, при обнаружении составляется протокол, вызываются различные службы, это с участием службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и в том числе Энергонадзора. Энергетическая отрасль в упадке. Денег у государства на ее развитие нет. Как относиться к инвестициям в отрасль, имеющую отношение к национальной безопасности? Дискуссии на эту тему ведутся не один год. Когда слово «инвестицию» произносят, я вижу по телевидению очень много, я слышу от многих специалистов, третьих разных лиц, что только как будто имеют в виду иностранные инвестиции. Слово «инвестиции» наш закон 2014 года приравнивает права иностранных и национальных инвесторов и предоставляются разного рода льготы, но само отделение как иностранный инвестор у нас отдельного нету. Поэтому, когда я все-таки говорю инвестор, я прежде всего имею в виду национального инвестора, граждан Республики Абхазия, нашу диаспору, которые являются и гражданами, и имеющие на это право. Но если у нас есть стратегическое партнерство с Российской Федерацией, если есть граждане Российской Федерации, которые на законных основаниях, в соответствии с законом 2014 года, имеют право вкладывать, соблюдают все нормы, заложенные в законодательстве, и что нет, и что это не несет угрозу нашей национальной экономической безопасности, то эти инвестиции тоже должны приветствоваться. Дополнительные генерации тоже невозможно при существующих собственных доходах, поэтому в отрасль должны прийти инвестиции. Но что это будут за инвестиции? Мы, экономисты, очень четко понимаем, кто такой инвестор, да и не только мы. Да. Инвестиции – это прежде всего бизнес-проекты в первую очередь, поэтому инвестиции ради инвестиций экономике Абхазии не нужны.
Если это будут инвестиции на паритетных взаимовыгодных условиях или на паритетных взаимовыгодных началах, то, конечно же, здесь в этом направлении можно достаточно хорошо работать. Кроме того, вы знаете, что мы провели огромную работу по формированию Конгресса народа Абхазии и изучили мнение практически всех жителей Абхазии. Да? То есть, если их скоррелировать, то, скажем, полученный анализ может распространиться и на население всей Абхазии. Конечно же, люди отмечают проблемы, существующие в этой отрасли, но есть значит, мнение о том, что да, инвестиции должны прийти в экономику Абхазии именно в части электроэнергетики. Есть категория людей, которые категорически против подобного рода инвестиций. Есть люди, которые отмечают качество, то есть некачественное потребление электроэнергии, и это серьезно бьет по, скажем так, авторитету данной отрасли, поэтому этот вопрос тоже, безусловно, нужно решать. Ну и, конечно же, изучив общественное мнение, очень важно опираться на это общественное мнение, потому что в конечном итоге потребителями этой электроэнергии является население. Там, неважно в какой организационно-правовой форме, это физические лица или юридические лица. Цены выросли на все виды товаров и услуг. Тенденции к их снижению не наблюдается. На фоне инфляции и увеличения тарифов на электроэнергию и топливо важно обеспечить соблюдение закона о государственном регулировании цен на продукты, убеждены эксперты. Повышение тарифов на потребляемую электроэнергию приведет еще сопутственно и к повышению цен на другие товары и услуги. А с точки зрения, скажем так, теоретических аспектов экономического развития, мы не будем иметь его будущего понижения, потому что сработает закон экономики, эффект храповика. А эффект храповика – это такая тенденция, которая имеет единожды повышение цен и не имеет обратного, как правило, не имеет обратного повышения цен. Вот, кстати, к примеру, то, что произошло с топливом сегодня, это, можно сказать, некий такой беспрецедентный случай. В случае с повышениями тарифа на электроэнергию этот механизм здесь работать не будет. Он будет работать только в одном направлении, в сторону повышения, к большому сожалению. У нас законодательная база имеется 2011 года о государственном регулировании цен в Абхазии. Там все это заложено, какие цены на какие виды товаров необходимо регулировать или устанавливать цены. Четко прописано. А как раз в рамках реализации этого закона в этом году, несколько месяцев назад, правительство приняло верное постановление о как раз о регулировании цен. Но, к сожалению, вот механизм его реализации заложен, что контроль над реализацией постановления возлагается на МВД. Я считаю, это неверное решение. Почему? Потому что Министерство внутренних дел, его структуры, они могут только наблюдать, как и каждый из нас, зайдя в магазин, там цена высокая, низкая, но реально выяснит МВД и не в состоянии, и нет у них и возможностей. Парламент там ни при чем, в законе это прописано. Контроль над реализацией цен, которые я постановление говорю, там должно быть заложено, возлагается МВД как оперативный надзор над ценами. Это можно оставить, но есть у нас Министерство по налогам и сборам, которое ежегодно проводит мониторинг, не только мониторинг, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, юридических, физических лиц. Но они ежегодно проверяют, а у нас цены, видите, каждый день и так далее. Поэтому и нужно внести в закон как раз коррективу именно по закону налоговой системе, что они должны иметь возможность ежеквартально хотя бы предоставляются отчеты на налоговую инспекцию по городам и районам, каждый хозяйствующий субъект, юридическое лицо, вот как раз они должны, а физические это ежемесячно. То есть это на Министерство по налогам, оно обладает необходимыми полномочиями, чтобы анализировать состав их издержек, то есть затрат, которые они понесли
только цену можно узнать, изучив все его затраты. Наука реагирует на экономические проблемы в стране и предлагает свои антикризисные меры. Так ученые выступают против монополизма в экономике. Не должен один хозяйствующий субъект затруднять доступ на рынок другим игрокам, говорят они. В прошлом году мы сдали тему, принято Президиум Академии наук, Абхазии как антикризисное управление предприятием. Вот то, о чем мы с вами говорим сегодня, разные способы разрешения проблем, возникающих в стране, мы и предлагаем. Это первое. И второе, там же мы указываем негативное воздействие на развитие предпринимательства в Абхазии, монопольных структур. Монополизм, оно единственное возможно там, где приносит пользу обществу. А в нашем случае, если сегодня будем брать из нашей практической жизни, вот как раз монополизм проявился в ввозе в Абхазию как раз ГСМ, и это негативно отразилось, потому что мы знаем пример 90-х годов. Я не говорю случайно, я как раз активный участник разработки антикризисных мер в 99-е, 2000-е годы, когда дефолт в России, у нас правительство Абхазии оперативно среагировало, как раз собрав, можно сказать, всех и чиновников, и ученых, и предпринимателей, разработали антикризисный план развития на 2 года. И он дал положительный результат. Это конкретно проявилось в том, что экспорт продукции из Абхазии увеличился. Впервые, это много раз я говорю, может даже не интересно, но кто не слышал, хочу повторить, впервые в 1999 году Абхазия имела положительное сальдо внешнеторгового оборота. То есть мы больше вывозили продукции из Абхазии, чем ввозили. А сегодня это порядка 80% ввозим, а 15-20% вывозим. Это все годы. И вот поэтому все-таки вот такого рода действия наше правительство должно разрабатывать. Но это, когда я говорю правительство, мы не должны иметь отдельно как только эту ветвь власти. Надо привлекать активно законодательную ветвь власти, потому что те же законопроекты по антимонопольному законодательству и других, они лежат давно, из года в год разработанные прошлыми составами депутатов. Вот я хотел бы, чтобы вот эти первоочередные проекты, о которых сейчас озвучиваются ими, и чтобы это антимонопольное законодательство тоже было, потому что это как раз один из способов, из возможностей, который сдерживает развитие внутрихозяйственной деятельности. Я так рассматриваю, потому что монопольный ввоза, я имею в виду не только ГСМ, вообще продовольственных товаров, промышленных товаров. Но промышленные товары, я понимаю, что мы здесь много не производим. Здесь можно сказать, согласиться, что продовольственные товары, масса товаров, которые мы можем здесь производить, даже и воду, если возьмем пример. Да, я понимаю правительство, что здесь, может быть, первоначально, когда эту проблему рассматривали, ставилась такая цель, чтобы не было недостатка в ГСМ, чтобы люди не страдали. Но когда мы говорим, не было недостатка, еще там не учтен один очень важный социальный вопрос. Вот опять же, я говоря, как старые порядки при Советском Союзе, вот автомобиль рассматривался как предмет роскоши. А сегодня уже в совершенно других условиях, этот автомобиль выполняет социальные функции. Это можно посмотреть и про многодетным семьям и так далее. Количество приобретаемых – это не предмет роскоши сегодня. То же самое касается и других, как электроэнергии и так далее. То есть вот тут выравнивание цен с похожими приблизительно регионами – это первое. И второе, когда ставится цель получения прибыли оптовыми поставщиками, это не задача государства. Это задача самих предпринимателей, а задача государства в первую очередь, это одной из самых важных функций государства, это социальная защита населения в целом. Эксперты надеются, что развитию энергетики в анонсированной президентом государственной программе социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы будет уделено самое пристальное внимание.